формирования кыргызского народа. Как известно, сегодня этноним «кыргыз» является самым древним среди тюркоязычных этнонимов. Уже упоминалось, что как название племени или племенных объединений он появился в Восточном Туркестане. Недостаточность письменных исторических фактов, сведений затрудняет исследование проблем формирования этногенеза кыргызского народа. В связи с этим изучение было основано главным образом на археологических, антропологических, этнографических материалах, кыргызских эпосах и истории кыргызского языка. Этим объясняется также отсутствие среди ученых конкретного ответа на вопросы, как и когда происходило формирование кыргызского народа. Сегодня в исторической науке по этому вопросу насчитывается свыше 10 гипотез, которые можно распределить на 3 основные группы. Первая группа. Кыргызский народ переселился, мигрировал на территорию Тенир-Тоо с верховий Енисея, Минусинской котловины. Впервые это мнение высказал русский академик Миллер в своем труде «История Сибири». И сегодня есть ученые, поддерживающие и развивающие эту гипотезу. Они считают, что, появившись во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, этноним «кыргыз» широко распространился в IX-X веках по всей Центральной Азии, от Енисея до Байкала и Алтая. Позднее кыргызы перекочевали на Тенир-Тоо, где в XVI веке и произошло окончательное оформление его как народа. Бернштам выдвигает гипотезу о том, что кыргызы переселились на Тенир-Тоо не одновременно, а многоэтапно в течение 1300-1400 лет. Вторая группа. В XIX веке ученые Валиханов, Бичурин, Аристов высказали независимо друг от друга мнение о том, что кыргызы не переселялись откуда-нибудь, они сформировались из племен, издревле живущих на Тенир-Тоо. Кыргызы являются автохтонным местным населением. Это мнение последовательно излагалось в нескольких изданиях истории Кыргызской ССР. Третья группа гипотез нашла широкое распространение в современной науке. В ее основу положены итоги специальной совместной научной сессии Академии наук СССР и Академии наук Кыргызской ССР, посвященной этногенезу кыргызского народа. В результате обмена мнениями между ведущими и авторитетными учеными Академии наук СССР и Академии наук Кыргызской ССР различных союзных республик было принято следующее заключение. Кыргызский народ и его культура сложились в результате взаимодействия по меньшей мере 2 этнических элементов – центральноазиатского и местного среднеазиатского. Один из важнейших узловых моментов этногенеза кыргызского народа, ближайший по времени, связан с событиями первой половины второго тысячелетия нашей эры. В эту эпоху на территорию Киргизии проникает с востока значительное большинство предков современных кыргызов, говоривших на уже сформировавшемся кыргызском языке. Существенным моментом этого заключения было признание центральноазиатского населения одним из основных узлов или основных этнических компонентов в этногенезе кыргызов. Эта проблема стала предметом изучения многих видных ученых. Вместе с тем, вопрос о зарождении ядра кыргызского этноса от центральноазиатских народов до сих пор остается спорным и нуждается в дополнительных исследованиях. Анализируя направление и характер этнических процессов, оказавших влияние на становление кыргызского народа, известный специалист по этнической истории кыргызского народа Абрамзом в своей книге «Кыргызы и их этногенические историко-культурные связи» пришел к следующим выводам. Первое. Процесс формирования племен, из которых сложилась кыргызская народность, происходил преимущественно на территории Восточного Тенир-Тоо, внутреннем Тенир-Тоо, а также Памир-Алая и прилегающих горных областях Алтай, Прииртыш, Восточный Туркестан. Второе. Основу складывающейся в XIV-XVII веках кыргызской народности составили издавна обитавшие здесь местные тюркоязычные племена, группа пришлых, в основном тюркоязычных племен центральноазиатского происхождения, племена монгольского и казахско-нагойского происхождения. Большинство ученых не отрицают наличие в составе современного кыргызского народа енисейского компонента. Действительно, енисейские кыргызы участвовали в процессе образования кыргызской народности на Тенир-Тоо.